Привет, это Рамазан. Я главный архитектор студии Mimar Design. Это здание – один из моих проектов. Пройдемте к нам в офис, я покажу другие. Среди наших объектов торговый центр Бели в Бахчисарае, дилерский центр Kia в Симферополе и Лазурный берег в Евпатории. Студия Mimar Design занимается проектированием, реализацией и ведением авторского надзора. Селям алейкум. Mimar Design, партнер этого выпуска. Сегодня у нас уникальный гость, это Шевки Ага Бекиров, который является хирургом-онкологом общепризнанным. Шевки Ага спас огромное количество жизней, но сегодня, находясь на пенсии, он занимается тем, что пишет книги, делится с нами, со всеми своим огромным жизненным опытом. На подкасте он рассказал про свою жизнь, про своих родителей, про Крым. Я думаю, вам будет очень интересно познакомиться с Шевки Ага, даже если вы его не знаете. Смотрим. Я всю жизнь жил, все, что хочу, я то и делал. Bu cahil halkın kim olduğunu öğreteceksiniz, hepiniz okuyacak olsanız. У меня вопрос. Все понимаешь, а реализовать не можешь. Чехова я почему не люблю? Вы родились в Крыму. Каким вы запомнили его? Отец у меня в камере смертников был, вот он все это рассказывал. Отец, например, в 4 года знал наизусть Коран. Почему всех кавказцев россияне называли татарами? Из крымских татар, кто радовался депортации, это моя мама была. Вот наш народ на 200% работал, понимаешь? На государство работал и на себя. А было такое, что вообще никому не доверяете? Можно сказать так. Просто было тяжело кому-то что-то доверить, понимаешь? Потом оказывалось, что это боком выходило. Так что, получается, каждый сам по себе был, по большому счету? Ну, были вот друзья, были у меня, все, много было хороших товарищей. Ну, среди настоящих друзей у меня был один человек, друг. Это Адиль Самединов. Это сын Раима Самединова, председателя ВЦИК, которого в 1936 году расстреляли. Вот. Его сын Адик, он родился в 1937 году, а его отца расстреляли в 1936 году. Мама уже была беременная. Он доцент, челюстно-лицевой хирург был, в мединституте работал. Вот мы с ним дружили с институтских лет. Удивительный был человек Адиль. Его племянник Назим Амедов, Ялтада, скрипач. Ну, вы знаете, наверное, жена у него Майя, на органе работает, там в церкви орган же есть. Вот они, это его родной Джевейраптен Баллара. Барсамандар Асим живет, а вот это был мой друг Адик. Удивительный был человек, знаешь. Ты знаешь, вот есть люди, которых я запоминал, вот куда бы они ни приходили, они о себе след оставляли. Булар Экадене Оджа Мединстан, стоматологи, 2 доцента, поехали на факультетский, ФПК назывался, факультет повышения квалификации в Москву. Их общежитие было в этом, на Соколе, метро Сокол, там была общежитие Академии наук, вот там они расположились. И во всех этих общежитиях в вестибюле всегда или пианино, или рояль стояло, понимаешь? А Адик, он играл на всех клавишных и на всех струнных инструментах. Удивительный был. Будучи врачом, медиком. Да, он кончил мединститут, а кончил музыкальную школу в Андижане. Вот. Был мастером, это первый разряд у него был по гимнастике, первый разряд был по боксу. Вот такой был человек, удивительный. И вот они поехали в Москву, живут в общежитии, увидели пианино, узбек, Шавкат тоже.
Он доцент был по терапевтической стоматологии, а Адик по хирургической стоматологии. Поехали. Бірсі отырды за пианино, а второй начал русские арии петь, понимаешь? Из попер, там, монолог Отелло, там вот. У Шавката был голос хороший. Ну, видно, в хорошей семье воспитывался. По вокалу тоже в музыкальной школе учился. И вот Бурсы узбек, бурсы храм-татары, концерт там дали им. Я говорю, ну, молодцы. Говорит, мы, говорит, они, ну, орыслар, ты же знаешь, вот это эрудированные. Я уважал Адика, поэтому его Адилин Дайса, как же, Джевдет Ага. Он был в Ташкенте, редакцию крымско-татарской передачи он организовывал. Вот они все ко мне, Шевкет Юнусов, вот сейчас он доцентом, он тогда мальчишкой был, первый раз пришел с меня интервью взять, ему не разрешили. А потом он ушел в армию, пришел в институт, поступил, потом снова Джевдет Ага уже отправил его ко мне, уже кандидатом наук я был, уже кое-что изменилось, тогда он пробился ко мне. Первое интервью в газету там давал. Сейчас тоже уже в возрасте. Шевкет Юнусов, по-моему, доцентом он. Так, вы записываете это все? Конечно. Я здесь что, просто так говорю? Вы записываете? Так, вы, может быть, вопросы? Вопросы есть. Ну, Вопросов давайте. много. Есть. Первый вопрос, который всех беспокоит и интересует, Шакира, вы поделитесь с нами, пожалуйста, вот у вас есть рецепт долголетия? Вообще, вот знаете, я объясню, в чем вообще вопрос. Вот по мере того, как я расту, всегда говорят, а он долгожитель, а эти недолго живут. Вот такие вот ярлыки разбрасывают. Ты понимаешь, я думаю, что ну, я кое-какие советы могу дать. По себе вот. Академик Спиранский был такой педиатр. Ему было где-то за 90, под 100 почти. И вот большая статья его вышла «Наука и жизнь» или в каком-то журнале, в общем, толстом. Читал я его. Он интересные вещи тогда, я так запомнил. Он писал, что вот, говорит, все понимаешь, а реализовать не можешь, говорит. Понимаешь? Да. Вот и я сейчас вот, ну, у меня вот голова, память, все нормально. А вот я же тоже был мастером спорта по гимнастике, понимаешь? И это уже чувствую, понимаешь, как тело мое не слушается меня. То есть у вас как-то в памяти осталось, да? В памяти все, да, память очень хорошая. Вот память хорошая. Ну, я вот скажу одно. Человек должен физическим трудом заниматься и интеллектуальным трудом. Физический труд – это организм в норме держать. А интеллектуальный – это заниматься наукой, интеллектуальной работой. Я вот в Ташкенте последние годы я выписывал где-то более 30 изданий. Каждый месяц я получал это. Бір-екі зарплатам кетеді. Я на год сразу подписывался. И особенно вот после вот этих старцев, смерти их, после них, когда вот Горбачев пришел, и ты знаешь, очень хорошие вещи стали появляться. Ну, например, я вам приведу пример. «Огонек» журнал. В этом «Огоньке» была одна большая статья, как Петр I заказал карту России. Он же очень уважал голландцев, понимаешь? Он голландскую школу кончал. И голландским картографом он заказал карту. И когда ему передали карту России, там вообще слова «Русь» России не было. Там была восточная и западная Татария.
в этой карте. И все. Тех задания не уточнил, да, получается? Западная и восточная Татария, вся вот эта огромная территория империи. Потом вот газеты, вот я выписывал «Правду», ну, правда, там больше политики была такая, партийная Там и газета. здоровье да. там начали много А писать. «Известия» на Верховного Совета там немножко лучше было, понимаешь? И где-то в 80-е годы там в разных номерах 2 статьи вышли, я их запомнил на всю жизнь. «Одиссея инженера Гирея». Была одна большая статья, больше, чем на полстраницы. И там пишут: Гирей, инженер Гирей, он автор Суэцкого канала. Понимаешь, он возглавлял строительство Суэцкого канала. Потом, когда они с Феликсом Юсуповым дружили, и Гирей говорит, я его имя не знаю, какой из Гиреев, какой сын, может, того сына, который был послом Российской империи в Англии, Гирей, из Гиреев, да. Может, его сын, я не знаю. В общем, он потом, Феликс ушел за границу, он по Франции, по-моему, ехал, Феликс Дзержинский, этот Юсупов. И он говорит, вот Феликс уехал, говорит, а я, говорит, все-таки вернусь на родину. И он вернулся в Россию, Гирей. Вернулся в Россию, крупный инженер с мировым именем, да. Его арестовали, отправили на строительство Беломор-Днепровского канала вот этого. Или он как, вот этот канал вот. Северокрымский, который? Нет, и Крымский потом сюда, а этот оттуда, да, Северного моря, по-моему, Белого моря и туда вот. И вот он тоже был автором этого. Потом эта статья была большая, он был в ГУЛАГе, Казлаге, казахский лагерь, в общем, Караганде. Там был лагерь, заключенный, он там жил. Потом его на вольное выселение в Караганде он жил. Потом я с Тимуром Дагджи разговаривал, буквально перед его смертью за год, что ли. Он говорит, оказывается, потом ему разрешили жить в Москве. В Москве квартиру ему дали. У него один сын умер в Москве. Обычно кремируют же в Москве, да. И наши татары, в общем, поехали, нашли этого сына, этого князя Гирея. И потом у него попросили, он говорит, там где-то в закутке, где-то среди этих урна с прахом отца, понимаешь? Но эти попросили, чтобы он отдал. Он говорит, $3000. В то время это большие деньги, доллар ким корген уақытта. Это мы потом уже знали, что доллар есть, понимаешь? Вот эти хлопковые дела, когда появились, тогда мы узнали, что ящиками доллар узбекские эти чиновники держали. А мы не знали, что такое доллар. $30 000, говорит, у Ахат Тимурага, говорит, а где мы возьмем эти $3000, понимаешь? Вот так, говорит, потом, у него жена у этого еврейка, говорит, в Израиль уехали они. Вот так вот след этого Гирея потеряли. А тот лондонский Гирей, его предки там остались, они приезжали сюда, к вам сюда, в Бахчисарай. Вот. Но они знают, что они гиреи? Они знают, они приезжали, вот, Украина Ахмада, сюда приезжали, в Ханский дворец смотрели. Вот. Эти вот такие, да. Еще одна статья была там в «Известиях», тоже интересная, я запомнил. Это был такой Симонов, читали вы, наверное, знаете, писатель, военный корреспондент.
всю войну прошел. Вот. Многие знают его стих «Жди меня, и я вернусь». Обязательно жди. Вот это вот его сборник стихов начинается этим. Это стихотворение Симонова, она сыграла очень такую большую роль, ну, как сказать, агитационную, воспитательную в геройстве этих наших солдат во время Великой Отечественной войны. И там он буквально за пару лет перед смертью, Симонов прошелся по огромной территории Советского Союза, по некоторым городам. И он в Ташкент приехал. И когда он встретился с руководством, вот говорит, мне такую личность дайте, значительную личность, чтобы я о нем мог написать. И ему дали Таирова, Сетментага Таирова. А Сетментага Таиров был удивительный человек. Ну, с легкой руки наших этих не очень далеких ребят с Меджлиса обсирали его сколько могли. А на самом деле это был удивительный человек. Он был секретарем вначале комсомола в Курганском районе, потом стал третьим секретарем райкома партии, потом вторым, первым. И когда первым секретарем райкома партии Курганского района был, вот, он работал очень работал это. И этот Курганский район выполнил план хлопка, сдачи хлопка, где-то как область большая, понимаешь? Очень много они сдали. И его одного из секретарей райкома партии на съезд партии, очередной съезд, тогда еще Брежнев жив был, отправили в Москву, и там ему дали слово. Обычно секретарем райкома партии, чтобы слово дать в таком форме, да еще в Союзной Республике. Понимаешь? Он вышел, он стал говорить, что как они добились этого успеха. Он кандидат экономических наук стал. И вот Сметова в своем докладе говорил о том, что вот выполнить план очень тяжело. Но мы использовали все возможности, какие можно. Это боковые участки дорог, боковины рек. Ни одного клочка свободной земли мы не оставили, чтобы не посадить туда хлопок. Таким образом мы добились вот этих огромных результатов. Когда мы все это добились, мы перекрыли Куркульдюк, там речка там под Ташкентом, она с этого, чуть ли не с Чиназа шел через Янгиюлю и Ташкент. И, говорит, мы перекрыли вот пойму этой речки, когда она разливается, перекрыли и запустили туда воду. И мы сейчас крупные города Узбекистана кормим свежей рыбой. И тогда Брежнев встал и начал хлопать. Весь зал встал и начал хлопать. И после этого Сетментага была поручена организация Джизакской области. Он открыл эту Джизакскую область как отдельная область. А это родина Рашидова была. И вот когда он в Джизаке работал, и вот Симонов приехал к нему, он был просто в восторге от Сетментагадан. Сетментага был такой доступный человек для всех всегда. Он всегда с улыбкой вспоминал. Я его лично хорошо знал, потому что его жена училась вместе с моими сестрами в Судаке. Вот. Она была дочерью секретаря райкома, Судакского райкома партии Нуриева, которого немцы первый год повесили. И я помню, как говорили, что вот
Там несколько человек повесили наших татар в Судаке. И вот снимать, чтобы их похоронить, не разрешали. И вот они больше недели там висели. И среди них был Нуриев. И вот его жена была Нуриева это. Поэтому они знают нас очень хорошо, знали. И он говорил о Сетмебет-ага с таким восторгом, Симонов. Сетмебет-ага интересный, вот он рассказывал, когда он был на этом съезде, где его чествовали. Ну, говорит, ну, ходили мы по кремлевским дворцам этим, говорит. Ну, колонный зал, там, где всегда все это мероприятие проходили, а там, говорит, Георгиевский зал есть. В Георгиевском зале, почему он Георгиевский называется, ну, Георгиевский крест – это сравнительно как герой Советского Союза, такой в России был. И вот, с одной стороны, говорит, Мамаевское побоище. Ну, там же как, считали, что русские с татарами там. На самом деле это Тохтамыш с Мамаем война была, понимаешь? Совсем другая, там русских вообще не было. И вот это Мамаевское побоище, а на другой стороне стены, говорит, георгиевские кавалеры. Список георгиевских кавалеров, которые вошли в Париж первыми. А в царской армии в те годы были полки уланские и драгунские. Уланские полки формировались из крымских татар. Улан – это от слова «олян». Ну, ялтинский Улян-Дейлер, алуштинский Улан-Дейлер, судакский Улан-Дейлер, понимаешь? А корбеклинский вообще Ура-Дейлер, понимаешь? Вот от этого слова взято вот это вот уланы. Они формировались в основном из крымских татар и из кавказских этих княжеских родов. И вот там все фамилии татарские. Сеид Мемед, Хурт Сеид, понимаешь, вот так вот, георгиевские кавалеры. Потом вот эти вот, вы помните, кино же поставили, вот эта вот девушка-гусар. Смотрели, наверное, там девушка с такой семьи, она была одета в это мужское и воевала там. И как Кутузов там дает ей крест, а потом ему сказали, что она девушка, и он с трудом зацепил этот орден. И вот в этой картине писали о том, как вошли в Париж уланские полки, там 2 полка, первые вошли в Париж, и там как парижанки их встречали, чепчики бросали, в общем, все это такое. Вот, и там пишут о том, что это были очень образованные, воспитанные офицеры, которые прекрасно владели французским языком, а это были все крымские татары. Понимаешь? Раз сформировался он был из крымских татар, раз они говорили на прекрасном французском языке, образованные были. Вот эти вещи, вот Сметага когда рассказал, но потом вот начинаешь это интерпретировать. Потом в этой картине, если как-нибудь посмотрите эту картину, там Кутузова показывает, конечно, этот комик играет его роль. Кутузов был очень красивый мужчина, крупный. Никогда он этой повязки черной не одевал, никогда не одевал. Этот глаз у него немножко очень видел Харакорьекин, ну, шрам у него был здесь, но он был очень такой красивый мужчина, очень любитель женщин. Ну, потом я это читал, личности журнала уписывал, там вот о нем было написано. А подстрелили его действительно крымские татары.
Демиржиден, анда Кутузовский фонтанчики есть. Вот. Кутузовка. Верхняя, средняя, нижняя Кутузовка дилер. А подстрелил его действительно Ибрагим Тусча из Корбека. Это benim tizemin hocasının babası Osman. Osman İbragimov. Osman eniştem tizemin anamın büyük abdestinin hocası da. Он был такой очень богатый человек. У него было 13 кожевенных заводов только в Крыму. Всю кожу с Кавказа, со Ставропольского края, с Краснодарского края он закупал. Понимаешь, у него во всех этих городах, Нальчике, везде были свои приемные пункты. А заводы были здесь, в Крыму. Самые лучшие «Шевро» делали в Крыму, понимаешь? Это все здесь было. Вообще, ну, о Симонове я сказал, о этом сказал. Еще одну вещь хочу сказать. Темирчи-Койо. Настоящая деревня Темирчи была там, наверху, в горах. После землетрясения она спустилась сюда, понимаешь? Вот. Темирчи-Койо, почему его надо? Там плавили сталь. Самые лучшие, качественные кинжалы делали здесь, в Крыму. Один, вот это Хамадыгбыз кинжал, который вот здесь большой, он примерно стоил очень большого состояния, понимаешь? И самые лучшие лошади тоже здесь были, в Крыму. И вот там вот плавильные цеха, все были наверху. Еще когда я ребенком был в Корбеке, Корбекульден Бахсан Темирчиге, там вот такие каменные изваяния, очень похожие на людей, понимаешь? И там была такая композиция, там, значит, фурунun önünde legenin içinde hamur, женщина, под мышкой у нее ребенок, а в руках тесто. Ребенок покакал, надо было вытирать тесто. И она взяла тестом стала вытирать его попу. И Бог наказал ее за это, хат-пхалды. Вот такая была легенда насчет этого. Ну, орыслар сонанда Екатерина Баш, туда-сюда депнетлер, там никакой Екатерины никогда не было. Вот такие дела. Вы родились в Крыму. Каким вы запомнили его? Вот вам было 8 лет, когда выслали? Да, 8 лет уже было там, в Узбекистане. Здесь-то мне было около 5 лет. Когда началась война, да, я все это очень хорошо помню. Очень было страшно. Эта война, это ужасно. Особенно вот эти вот обстрелы самолетов. Пикирующим таком этому, они стреляли по домам, по этим. Мен хорхудан ер тапмайдым кирме, под кровать, под стол залезала, когда начинали обстреливать. Мама вытаскивала меня за ногу, прижмет к себе, а я дрожу, пока я не успокоюсь. Когда десант высадился, освободили, судак был свободный, нас спрятали в подвале, там, дня 2-3, наверное, было, вот советские войска вошли в Судак, потом их снова немцы погнали, и потом все улицы Судака были заполнены трупами бойцов советских. Вот мы через трупы проходили, я помню, и бежали с Судака в Хутлах, деревню отца, дедушки. И вот я помню, вот это как мы тяжело было идти, потому что одни трупы были, вот надо было переступать через них.
Это после боев, да? А? Ну, после боя трупы лежали. После десанта, вот этот десант, когда немцы снова это, они же уничтожили всю эту армию, понимаешь, которая десантировалась. Вот. А он там решил вернуть Крым, понимаешь? И вот тогда мы в деревне жили какой-то период времени. Хутлах. Интересно, ты знаешь, там деревня сама, Хутлах, находилась не там внизу, а там, где Гогерджанхая, там были дома. Обычно крымские татары очень бережно относились к земле. Земля – это должны были сады, пшеницу выращивать, там все. А селились они там, где гора, горы, там, где ничего не росло, они там дома строили. Барсын крышаса, дама, двор другого, понимаешь, вот так получалось. Вот. А тропиночки рядом шли, вот с этих тропиночек заворачивалось к каждому дому. Вот. Ну, Хутлах была большая деревня, а там, где внизу, там была большая площадь, водоем был большой, большая вода, беленький был, Суахайда, и там были, знаешь, вот, ну, как пол вот этого стола, камни, белые камни, и столетиями, видно, эти камни были, пользовались, и они представляли из себя белые камни такие гранитные, как ладья, понимаешь? И все женщины Хутлаха спускались и там мыли белье. Били об эти камни, знаешь. Туда на водопой водили животных. Баранов, стадо коров, понимаешь? Вот. И вот сейчас они там взяли, замуровали там, и немножко Суахаяна. А там была огромная вода такая пресная, хорошая. Хутлах. Вот. И еще я помню вот эти вот фруктовые деревья, которые внизу росли, там удивительные черешни росли. Ты знаешь, вот папоротник, ну, представляете, этот ствол, и там точно такие же деревья черешни росли. Метров 30-40 длиной вот этот ствол идет, а там наверху ветки и черешня. Но черешня шикарная такая, крупная, желто-красная. Единственное, а я, например, не мог, старшая сестра тоже залезть. Там ствол такой, знаешь, гладкий. Без сучков. Чтобы залезть на него надо. Только средняя сестра, она была у нас такая спортивная, как Маймункиба. А вот она залезала и оттуда кидала нам черешни. Шеф-хаптем. Ну, эти деревья, это были чьи-то чинары или просто росли деревья? Нет, ну, кто-то посадил бахчасы, знаешь, там же. Ну, у нашего народа как-то было, знаешь, всегда вот жадности не было, вот делились всегда, понимаешь, варп, алма, не, халк егайды, что он. Ты знаешь, в Крыму, это я уже помню, отец меня водил в леса. Леса были удивительно чистые. Крупные деревья. Ну, говорят, что, ну, я это тоже читал, что после присоединения рубили эти сосны, из них строили в этом Николаеве, в Азове, в общем, корабли. Вырубили чуть ли не весь лес. Вот сейчас вот леса больные. А раньше вот эти черноморские деревни, они весной выходили на рубку леса. Эркезн, секатор, болталарнен, чистили деревья, понимаешь, скирдовали их зеленые. Вот. Потом всю зиму в этом лесах очень много было оленей, этих хараджады, энергия.
лоси, вот, как же лось, татар же Ахалмеев. Вот эти медведи наши были, крымские медведи, они небольшие были, очень добрые. Никогда я не слышу, чтобы они на человека нападали. Ну, коричневые медведи. Коричневые медведи небольшие, да. И очень много кабанов было. Но кабанов не кушали, да? Ну, кабанов обычно не тилерду, а тайлерду, она не считалась этим. Ну, блмим, ашайлярдам, ашамайлярдам. Ну, их было очень много кабанов, они черные такие, знаешь. Они чистые, там они кушали ягоды и эти. И Желуди. вот листья очищали, вот листья уберешь, и потом вот такой слой этих зерен. Дубовых, этих всех семечки. Вот это все кушало, вот живность, там белки, зайцев очень много было. Зайцев вообще в Крыму, хырларын тепесі, нелерін, кустарник, под каждым кустарником семья зайцев жила, понимаешь? Они и от людей не убегали, мы дети гладили их, знаешь, вот. Диких зайцев? А, да, этих зайчиков. Вот. И вот отец, он у меня агрономом был, он очень хорошо знал лес, растения, и он находил там всякие такие растения, такие мясистые, такие он алыда, хупарыда, шкуру отдерет, там кисло-сладкое, такое вкусное, и давал мне кушать. Вот, и очень много ягод было в Крыму, в лесах. Да, насчет этих вот стригли, летом, зимой этот нелер, живность кушала вот это вот. А обгладанные эти вот скирды, потом мы на ослах ездили, в каждом доме ослы были. Ослы были очень хорошие в Крыму. Они были такие белые, серо-белые, знаешь, крупные ослы, а ослы же, они очень сильные. И вот на них ездили в леса и загружали их дровами, и эти дрова всю зиму село отапливалось. Это как община, получается, да, село было? Ну, вот, ну да, Озембаш, допустим. Он же отроги, вот он чистит, и потом это село идет, пользуется этими дровами, этим лесом, понимаешь? Бусенин, Буменин, ну, допустим, Ускут, Корбек, вот они все эти вот обслуживали эти леса, очищали. И поэтому леса были очень чистые, плодоносные. А как вот с едой было у вас, вот когда тяжелое время было, что вы кушали, какие-то запасы Вот. были? Самое тяжелое время это был, конечно, 41-42 год. Почему 41 год был тяжелый? Вы же знаете, когда началась война, это лето 41 года. Урожай же не успели собрать. Живность, которая была в Крыму, все перегнали туда, в этот Краснодарский край. И вот без запаса, без ничего люди стали голодать. Тогда, помню, вот эти вот собирали в лесу вот эти вот косточки, их перемалывали, потом дубовые шкуры, хартопнесный харштырп варден, петелер япайларды, в общем, так вот кушали. Ну, 41 год очень был тяжелый. А вам объясняли, почему вот нету еды? Вот вы когда ребенком были. Но вам объясняли, почему еды нету, почему вот тяжелое время? Вы же ребенок, вы же не понимаете этих вещей. Мы все понимали, все это. И потом-то я ретроспективно уже знал, что и потом вот это вот перед тем, как немцы пришли, были организованы подпольные движения, уже были распределены люди. Все руководство вот этого Крыма, в основном же это были крымские татары, председателей колхозов многих заставили остаться.
чтобы они потом стали старостами деревень, понимаешь? Вот. Многих очень, например, вот Харабаш Абдуллага, он был директором техникума, сельхозтехникума в Ялте. Потом он стал начальником полиции города Симферополя с генеральской должностью. Потом ему пришлось бежать. На самом деле он тоже был оставлен на задании. Потом, когда это случилось, эти люди все стали предателями, понимаешь? Вот, например, старосту деревни этого Туах, Караманов, по-моему, фамилия его, он был председателем колхоза, потом стал старостой, его разоблачили немцы и расстреляли. Вот такие страшные вещи. Потом, ты знаешь, вот в каком году, в 1967 году я был в Крыму. И был в каком, в 89-м году был в Крыму. Краеведческий музей Ялты. Я пошел туда и там смотрел, и там я видел этого удостоверения Кубаева. Ну, руководитель правительства Кубаев, председатель в ЦИК Крыма был. Вот его видел. Потом видел партизанские тетради. Список партизан. Обычные тетради, и там списки. Начинается, допустим, фамилии, татарские все фамилии, потом лепится следующая страница, ну, вмещается в одном где-то около 20 фамилий, понимаешь? 2-3 фамилии русские, потом татарские фамилии, заклеенные, потом снова идут следующие, это снова 2-3 русских фамилии, потом татарские фамилии, понимаешь? И вот так вот фальсификация вот этих вот первичных документов. Я сейчас заклеенные листы, как обычно этим карандашом написано, и все это было. Я тогда видел это вот тетради, понимаешь? И я тогда знал, что в Крыму в партизанах в основном были эти крымские татары. А потом сказали, что крымских татар почти не было. Фамилии наших крымских татар, руководителей партизанского движения, переделывали на русских, они их не переделывали. Просто специально, чтобы их родственников не расстреляли, Мустафаев фамилия Лагутин, понимаешь, вот так вот делали. А знали, что это крымский татарин, что у него фамилия другая. Ему под своей фамилией воевать с немцами в партизанах нельзя было, потому что родственники-то живут. Вот. А немцы, они же как? У них же одного солдата убили партизаны, 10 заложников расстреливали. Из мирных или заложников военных? Ну, которые арестованные в тюрьмах у немцев здесь, гестапо. Вот, бірдене солдат немсені öldürse партизанлар, он дене татарын шығарып атайларды. Отец у меня в камере смертников был, вот он все это рассказывал. Корбек, деревня Корбек. Почему Падишакой дилеру? Вы задавались? Песня такая. В песне слышали. Да, потому что из Корбека вышло 2 руководителя государства, партии. Кубаев и Тархан Ильяс. Ильяс Тархан, мезарлығын мен помню в Корбекте. Он умер до войны. Он похоронен в Корбеке. Он тоже был руководителем государства Крымского татарского республики. И Кубаев. Вот. С Кубаевым, ты понимаешь, вот я всегда интересовался. В институте, когда работал, в мединституте работал, в институте онкологии я республиканским специалистом, консультантом был, и всегда приходилось летать, специальный самолет выделяли, летать куда-то в область. Ну, Кашкадарью, Сурхандарью, Самарканд, понимаешь, там. Все это было организовано четко. Из дома забирали, домой возвращали вечером.
И я это... Всегда же нам говорили, что расстреляли, понимаешь? Например, Секнептен Албантова, она была замужем за Ришатом Рифатовым. Ну, братья Рифатовы, знаете, они, у них отец тоже был музыкант, он бахчисарайцы, а мама у них Корбеклинская была у Рифатовых. Ну, вы больше Асана Рифатова знаете. Вот, а брат Ришат Рифатов, он тоже был музыкантом, он преподавал в Тотайкойской школе, техникуме. Вот, преподавал музыку. А Секнепте кончала этот Тутайкойский техникум, она красивая девушка была, ну, влюбилась в учителя своего. И она замуж вышла за Рифатова, Ришата. И вот Ришата, когда Рифатовых стали репрессировать, Ришата Рифатова тоже забрали. И тогда было сказать, что его расстреляли. А Секнепте жила у нас в Судаке дома, у нас. Какое-то родство у них было на Албантовых, они хабсхорские. И тогда она мама работала в школе, а школа была, ее буквально, фамилия в Судаке, еврей, который хозяйничает, на Д фамилия его. Как? Дейч. Дейч. Вот этот Дейч разрушил эту школу. Немецкая школа была на набережной. Под Генуэзской крепостью, там немколония была раньше. Немцы жили там, они построили школу из кирпичного этого. Это была средняя школа судакская там. И мама там преподавала, потом за этим была. И Секнепте тоже там работала, и она жила у нас. Потом ее выдали наши, организовали Шевкет ага Измайлов. Балаклавский, он тоже кончил пединститут, исторический факультет. Вот женили Секнепте на это. А от Рифатова Секнепте родила одну девочку. Тамила, по-моему, ее звали. И вот насчет Кубаева и этого, и Рифатова, Ришата Рифатова. Оказывается, они не были расстреляны. Их отправили в Узбекистан. Вот. А Бухарская область, это была урановые рудники, там, Нелер, Учкудук, наверное, песню знаете. А мне пришлось туда ездить, консультировать, там это была закрытая база, урановые там заводы. Наваи, это там был завод обогатительный по урану. Директор завода считался генерал-директор, понимаешь? Я ездил туда и ездил, я знал, где-то я вычитал, по-моему, кто-то из этих писателей, Пиват Зети, по-моему, кто-то из них написал в газете «Ленин Байрагада Вахат Абу Яну Дунья». Там статья появилась о том, что вот Кубаев умер в этом Нурате, а этот Ришат Рифатов умер где-то в каком-то из этих совхозов. Ну, их, когда с этих лагерей освободили, вольно выселили, без выезда, понимаешь? Они там жили, Андадольдер. И я консультировал, когда уже организовали Наваийскую область, я летал туда, и в этот Нурата ездил я. А в Нурате ездил я, как у меня был больной в институте, поступил он, рак пищевода. Я на него смотрю, но нету в нем ничего узбекского, понимаешь? Лысина такая, здесь волосы. Грудная клетка такая, и волосатая такая. И я с ним разговорился, он говорит, что его предки, греки, воины Александра Македонского. А Александр Македонский, вот вообще удивительно, вот они вот
римляне, потом Александр Македонский, они же, где бы ни были, они оставляли хороший след. Ленинабад, вот, Гянджина, это Ходжен. Вот этот город, Александрия, там крепость, там дома, построенные Александром Македонским. Представляете, сколько тысяч лет? И вот эти люди оставлены были там. Они там, ну, ассимилировали. Вот. У него сыновья были, жена у него была Хара Козлю, была смуглая узбечка. И вот они говорили, что вот, ну, я это слышал в Бухаре, когда ездил, что эти вот смуглые – это арабы, а вот светлые – это персы. И вот он рассказывал, что вот дети у них там были такие хурчух, сачло, красивые ребята, ну ничего узбекского нет у них, понимаете, греческое. И такие темноволосые, брана, брбабада, япхам баллар. Я когда ездил, я лечил этого мужика, потом они присылали, вызов мне делали, я ездил туда, и у них заночевал в этом Нурате, и тогда я узнал, что Кубаев там умер, оказывается, в этом Нурате. А Нурата – это город такой, отроги Тяньшаня, красивый такой город, узбекский небольшой город, ну такой, знаешь, вот, светлый такой, яркий. И там огромная мечеть, и джамин тувенден су ахай. Такая большая вода, пресная вода течет, и там рыба, форель. Они, узбеки, считали форель святой этой, ее не трогали, не ели, в общем. А там рынок в этом Нурате. И Кубаев, оказывается, там в этом рынке жил, сапожничал, и там он умер. Это где-то в 57-х годах он умер, понимаешь? Потомства никого, семьи не было там у него? Никого не было, откуда он уже тогда пожилой был. В общем, Базарга Вардам специально нашел пожилых людей, наших, которые его видели. Потом это Шевхи Бектория, ну слышали, да? Да. Он умер, он же жил в Янгюле, тоже на базаре жил, пока они с Турции, сын его не забрал его туда в 1957 году. Тоже сапожничал в Янгюле. Это уже 57-е годы. Так получается, многих могли не расстрелять, а просто сослать? Да, вот так вот ссылали в урановые рудники, они там работали, там умирали, а кто не умер, вот потом на вольные поселения отправляли их. Они там жили, ну, без выезда, понимаешь, андада ольдер. Вот так вот, таких людей очень много было. Расскажите о своей маме. Мама. Да, она знала много языков. Да. Мама моя, она кончила Тутайкойский техникум. Угу. Тутайкойский техникум – это удивительное учебное заведение. Вот вам о нем надо написать большую статью, потому что это как институт, понимаешь? Тутайкойский техникум. Вот представляете, вот там преподаватели там были. Рифатов преподавал музыку. Чергеев, Асан Чергеев преподавал там русский язык, литературу. Татарский язык, литературу. Абибулла Одабаш. Это родной братишка, родной моей бабушки. Он преподавал там психологию. Я почему? Вот и родственник, я всегда думал, что Абибулла Одабаш лингвист, я думал, понимаешь, литератор. Потому что эти произведения, которые он написал, ну, Алтын Бешек, это в стихотворной форме, вот. Все это потом он перевел
с арабского алфавита на латинский алфавит наш букварь. Это Абибулла Одабаш сделал. Есть документы, эти книги есть. Я в Алмате видел это все. В архивах, наверное, есть это все. Это творение Абибулла Одабашева. Я всегда думал, что он лингвист, понимаешь? А он кончил 2 факультета Стамбульского университета параллельно с отличием теологический и исторический факультет, понимаешь? Ну, имам с высшим образованием. И когда он закончил, приехал в Корбек, в деревне целую неделю отмечали его Возвращение. выпуск. Да. Он преподавал там психологию. Я почему говорю, как лингвист может психологию преподавать? Представляешь, психологию у нас в мединституте не преподавали. А в этом техникуме преподавали психологию. Это уровень какой? А вот эти языки, которые она знала там. А вот французский, языки, арабский. она девочка, видно, держали учителей, и она знала языки, мама. Потом, когда уже вот это все, нет, Менсура, она нечен, они с землерны на арабском языке переписывались, чтобы никто не мог прочитать их письма. Они грамотные все были. Ну, ты же знаешь, раньше в Крыму духовное образование, это 4 класса, надо было духовное образование, потом светское. Отец, например, в 4 года знал наизусть Коран. Наизусть знал, Афус. Вот потом уже светское образование получали, понимаешь? И вот, она нам сорады, нечего говорить медленно. Она тогда сказала, балам саған керек olacak mı? Башын күтіп, hepsi bu hükümet yaxşılıksın, bekleme ondan. Вот они вот. Мама закончила техникум. Ей было, может быть, лет 15, когда она закончила техникум. Хотела в институт поступить. А дядя, родной дядя ее, Уси Имбалич, был министром просвещения. Он не разрешил, чтобы ее принимали в институт. Он сказал, bu cahil halkın kim öğreteceksiniz, hepiniz okuyacak olsanız, и отправили ее в Судакский регион, Судак, преподавать. У bütün köylerde мама преподавала в школе. Хартлар, Охтеекин, курсы там были такие вечерние. Хартлара, ну, безграмотность была, знаешь, такая. И вот она была молодая, харт адамлар келіп, қолын опып, Оджабла, Айша Оджабла. Потом перевели ее в Судак. И там, когда работала, отец работал секретарем какого-то сельсовета там. Тоже. 4 класса кончали тогда. Это уже грамотные люди были. Они могли секретарем сельсовета работать. Сейчас в 5 классе таблицу умножения знают. А мы таблицу умножения первые 2 месяца уже знали. Но это же реформы Гаспринского, Вот, и этот, когда они учились. Да, ну, Гаспринский, сейчас до Гаспринского тоже Дойдем до него. Пройдемся по нему. Вот. И вот она вот там работала, она в этой школе. В этой школе очень много работало людей. Вот Асанага Муртазаев, профессор потом в Ташкенте в фарм-институте, он тоже там химию преподавал в этой школе. Потом, когда начали репрессировать, он уже уехал в Ташкент и там стал преподавать в фарм-институте, ну, кандидатскую, докторскую там сделал, профессором стал. Асанага Муртазаев. Хороший был человек. Он работал, Шевкет Ага работал там, потом, по-моему, Юсуф Аким работал там с женой. В общем, они все работали там в этой школе. Потом мама стала за метод отделом в району. У нее кабинет был, в этот кабинет меня тоже приводили туда. У нее там
были эти засушенные волки, орел, там еще птицы, понимаешь, они висели так. Мы приходили туда, смотрел я все это мамино произведение. У мамы интересное личное дело ее было, потом, по-моему, я же случайно приехал в Крым. Все осталось там в Узбекистане, и вот у мамы было личное дело, я все это спрятал, думаю, потом мы опубликуем. И там у нее вот удостоверение об окончании техникума на арабском языке, на латинском языке и на кириллице. 3 удостоверения. Вот как вот менялось это все. Ведь вначале арабский язык же был. Ну, арабская графика. Это Графика, было да, старое арабская Усман. графика была. Второй Да. Потом латинская графика, это в 1936 году. Потом Кириллица. кириллица пошла. Я, например, кончил 1 класс 3 раза. Первый раз я кончал его на арабском, второй раз, ну, битердем деп, чтобы она моджада, чтобы я не болтался там. Мгм. Сажала меня за первый стол, вот, и чтобы я не сидел перед глазами. И вот я так учился. Потом уже в Узбекистане на русском языке я 1 класс закончил. Может быть, поэтому потом легко было учиться. Стресс получили. Вот. Вот и с отцом познакомились они. В 16 лет мама родила старшую сестру. 16 лет ей было, девчурке. Вот так вот ей не дали институт кончить маме. Ну, а в Узбекистан, когда приехала, не разрешили преподавать учителям нашим. Она в сельхозотделе работала, экономистом работала, зоотехником работала. В общем, какая работа грамотная же. Вот, еще ты, что, насчет Гаспринского? Ну, про реформу образования она говорит. Ну, реформа образования, ты знаешь, вот вы, наверное, тоже знаете, что почему всех кавказцев россияне называли татарами. Потому что там крымско-татарский язык был языком межнационального общения. Весь Дагестан, все кавказцы учились на крымско-татарском языке до 1936 года. А в 1936 году вот, стал вопрос о кириллице, о языке. И тогда перешли на кириллицу и на русский язык. А до этого преподавали на крымско-татарском языке. Я учился с ребятами с Дагестана. Табасаранцы там были. Они прекрасно владели крымско-татарским языком. 57-е годы. Вот. И потом я когда этим говорю в пединституте, вы знаете, что вот... вы прочитал об этом, я не знал, прочитал в книге у Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Там он пишет открытым текстом, что крымско-татарский язык. Поэтому я же говорю, вот татарский язык, Толстой знал татарский язык. Он же служил там, на Кавказе. Пушкин, наверное, тоже знал, потому что он не мог не знать, тоже на Кавказе у Воронцова там жил. Потом, когда Воронцов здесь стал, он сюда приехал тоже. Ну, я Пушкина никогда не уважал. Он как поэт великолепный. Ну, Как человек говно. по сущности говно, понимаешь? Ну, у Воронцова дома жить и жить его с женой, это разве порядочность, Не, ну понимаешь? так вопросик к жене, по-моему. А? К жене вопросы это. Да, и чё? Не, так женщина. Порядочный человек так не должен себя вести. Ай, я что-то аж не начинаю. Не, ну подождите, ну а женщина же это, Поэтому его и пристрелили. ну это вот 36-я дуэль у него была. У него постоянно же назначение. Его все равно рано или поздно пристрелили. У него, по-моему, больше Ну, 30. стихи, конечно, он бесподобно Да. писал. Так, как писал, я где-то читал, оказывается, вот грамотный человек, который знает русский язык, он владеет примерно 15-17 тысяч слов у него в запасе. А у Пушкина было 21-23 тысячи.
Поэтому он такие красивые. Очей очарования, знаешь, вот. Вот такие красивые выражения только у Пушкина были. Но у него и друг же татарин был, ну, у Пушкина. Может быть, да. Ну, точно был. У татарин, ну, я говорю, вот почему Баличи называли самыми крупными землевладельцами. Потому что вот этот вот Алушинский заповедник – это земли Мустафы Балича, понимаешь? А Мустафа Балич был в дружеских отношениях, по-моему, с Александром II. Потому что видели его фотографию, потом эта фотография исчезла. У дяди Аблямита, наверное, была. Он балар, белый церковь, и там они пьют шампанское. Вино пьют с императором Мустафа Балич. А я, когда мне сказали, вот Мустафа Балич, шампанские чайдегенде, моего деда тоже звали Мустафа Балич. Я говорю, мой дедушка никогда не пил. Он, говорю, умер 39 лет, когда ему было, говорю. Ему предложили, он от брюшного тифа или сыпного тифа умер. Ему предложили винные ванны. Он тогда сказал, мен он тельмет игазмедом, тельмедат игазмем. Умер 39 лет, 8 или 9 детей у него осталось. Успел, как он настругать успел их, не знаю. Он рано женился. Может, несколько жен было? А? Нет, одна жена была. Одна жена была. Он рано умер. И вот Мустафа Балич. Оказывается, Мустафа Баличу подарил эти земли Александр. У Мустафа Балича был сын Вельша Балич. У Вельша Балича был сын Мустафа Балич. Вот так вот, понимаешь? Баличлер. А Вельша Балич – это тоже его дом. В Корбике я его видел во время войны. Вот. У него было очень много детей, у Вельша Балича. И вот у Мустафы Балича были дети. Там, значит, Вельша, Муеддин, Амза. И вот эти Амзаевы, Муеддиновы, они все Баличи. А Вельша Балич сохранил за собой фамилию Балич. Вот его дети все пошли Балич. Эти пошли Муеддиновы, эти пошли Амзаевы. Вообще, на самом деле они все Баличи. Все родственники. А вот этот сейчас аккордеонист Нариман Балич, это из тех Баличей? Нариман Балич мой племянник, он меном, ну как тебе сказать, правнук Алима Балича, он моего деда, брата, который в Турции турецкий журналист был, он в 1932 году, по-моему, ушел в Турцию. А вы вот сказали, что вы в 1967 году в Крым приезжали, да? В 1967 году я приехал тут. Вы ездили домой к себе? Да, ездил. Дом стоял у нас, наш дом стоял в Корбике до 91 года. До 92 даже. Его сожгли, понимаешь, там школа была, 4-летка была, мы там жили, и школа была. Мама там преподавала во время войны. А потом депортируют Эткинсон, Оджаларга Вергенер, а та средняя школа у них там была внизу, в Корбике. Она и сейчас там. Вот, и они сожгли этот дом, чтобы получить квартиру, понимаешь? А дом был хороший дом, самый лучший дом в Корбике был. В 2014 году построенный дом был, понимаешь? Каменный. Каменный, да, двухэтажный дом, такой красивый дом был. Там, богатые люди они были. У них до Амзаев Ларневлера, там жили потом Баевы, до этого дома была дорога с с центра Корбика, каменная мостовая вот такая была. И около нашего дома вот она шла. А потом его заасфальтировали, потом еще что-то. В общем, там этот Корбик превратили, не знаю, в склаку какую-то.
Я знаете, про что спрашиваю? Вот ощущение, вы когда, ну, когда вас вывезли, да, из Крыма, и когда вы вернулись, у вас же какие-то воспоминания, представления о селе. Вот вы в 1967 году что-то почувствовали? Вот вы как-то сравнивали эти ощущения? Что вы почувствовали сами? Вы уже взрослым человеком приехали? Что я почувствовал? Я почувствовал боль. Ты знаешь, приехали мы тут тогда, вот этот вот ложный указ был, Да. и вот надеялись, что все, можно ехать. Ну, это не ложно, его просто отозвали потом. Он не Да, ложный был. и приехали сюда, и мы занимались, я Марина, да, Бардене Нуриага деген адам vardı. Он там домик построил, и Птун Халханда var да, мы у него тоже остановились и занимались вопросом прописки. А я приехал, Аляга деген, он был полковник или подполковник, военный врач, тоже судакский, тарахташский, по-моему, он был. Вот с ним мы приехали, а до этого мы были в Москве, он там, друзья у него были, он оттуда заручился. Мы приехали сюда, его однокашник был ректором мединститута в то время. И он а мединститут после начала войны перевели в Армавир. Вот он, Аляга, в Армавире кончил институт и сразу на фронт. Тогда с 4-го курса на фронт уже офицер, военный врач уходил. Ondan geldik с надеждой, что прописаться сможем, понимаешь? А я перед тем, как в Крым ехать, зашел в мединститут, чтобы получить свой диплом и значок. А я учился очень хорошо в мединституте. Ну, думал, что красный диплом дадут, а мне не дали, а обыкновенный диплом дали без вкладыша. Там у меня на госэкзаменах даже 3 оценка была превосходная. Это 5 с плюсом. Это было у меня превосходно по философии, по терапии, по хирургии. Все, ну, отлично, должны были красный диплом дать. И диплом, обыкновенный диплом дали без вкладыша, потому что вкладыши там все были оценки. Ну, а тогда, знаешь, если ты красный диплом получаешь, то тебя в аспирантуре оставить должны. Найти тебе место какое-то. Ну, крымские татары, как тебя могут в аспирантуру. И вот я уехал работать, вот так вот, когда вот в 1967 году я уже был в областной больнице работал. Я, когда поехал, зашел в институт, взял значки, только вот эти академические значки вышли, нацепил этот значок свой и приехал в Крым. Такие сволочи здесь, знаешь. На вокзале там пивная бочка и татарка. Это русская женщина, когда узнала, что мы крымские татары, она раз бочка сидела там, просунула руку, оттуда соленых бычков достала, а те стали тоже просить. Это только для крымских татар, да? Потом мы с ней разговорились, оказывается, в Судаке в одном доме жили. Вот. Из местных, да, не из приезжих. Да, из местных. И тогда ко мне подошли эти русские, академический значок, купил, наверное, да? Да, вот такие вот, оскорбить, для них это было плюнуть. Ну, это же форма защиты же. Ну, вы же понимаете. Да, и когда приехали сюда, мы Аляганен жили там и ездили. Потом я встретился с Сеитовым, Аметова Яхупала Сеитов. Это бывший министр здравоохранения Крыма, потом был в Краснодаре, правительстве, потом в партизанах был, полковник. Вот. Он в Алмалыке жил, и с ним ездили мы в Не получилось прописаться, мы с Аляганен в мединституте встретился, он с Армавира, с этим ректором института, своим однокашником. Ну, попросили его, чтобы он нам
прописал нас в общежитие, чтобы прописку получить крымскую. Тот, видно, консультировался, ему запретили это делать. Ну, тогда это вот невозможно, да? Никого не прописывали. И вот несколько человек тогда успели прописаться. И вот тогда я с Яхпаганы ездили в Евпатории. А в Евпатории был этот дядя Якуба, товарищ, он был политработник в партизанах, Ситников, по-моему, Ситников, да. Он был первым секретарем горкома партии Евпатории. И мы к нему в гости пошли, они обнялись, поцеловались, там все. И вот он сразу послал жену, говорит: Маша, купи водки. Они мусульмане, вино не пьют. Для себя хочешь, купи вино. И арбуз купила, она принесла. И вот арбуз я по-татарски нарезал. А этот наблюдал. А татары как режут арбуз? Головку снимает. Потом круговым вот так вот режешь. Потом на эту головку переводишь. Он получается как чашка. Мгм. И туда кусками нарезается арбуз. Он посмотри, говорит, по-татарски режет. И вот Ситников рассказал. Говорит, после этого указа, говорит, во всех школах везде была в течение 3 дней такая работа, что вот вернутся крымские татары, огульно обвиненные, вы должны их принять хорошо. Через 3 дня, говорит, все изменилось. И вот пошло и поехало. И он рассказывал, говорит, так не хватает татар, говорит, какой-нибудь Амед, говорит, на собрание выйдет, говорит, как скажет правду, говорит. Он рассказывал, в общем, ну, он умер от рака желудка, Ситников. И тогда мы его попросили, говорим, устроить прописку. Ну, он сказал, что его бы я смог как-то, говорит, организовать. Ну, а потом, если я там брозом халсам, чем мне Смысл одному. да, бала, семью, уже Чё? я семейный был. Какой кофе? Хави içeriz, да? А? Хави içeriz? Хави, да, ему. Давай там хави. Кофе полезно пить? А? Кофе полезно пить? Я считаю, что все полезно, все, что хочешь. Я всю жизнь жил, все, что хочу, я то и делал. Это что-то какой-то не медицинский совет. сейчас даёте. Бардене Джаанну Арунда Хинап. Вообще, Ускут это закрытая деревня была, знаешь, такая. Они почти не роднились с другими. У меня вот этот Одабашлар, они же тоже ускутские, родом оттуда. Мгм. Там есть вот этот Одабашлар, Малеса, вот этого Рустема Меметова отец, написал книжку. Там она небольшая книжка, но там очень интересные данные были. Юзбашларн, Малеса, Одабашларн, Малеса. Вот Одабаши, они духовенство, понимаешь? И вот этот вот прадед Абдурешт Эфенди, он кончил медресе, и его направили имамом в Корбек. Так вот эти корбеклинские Одабашевы пошли. Вот. Абибула Одабаш, там все другие. Вот бабушка у меня Одабашлардан, Абдурешт Эфенди Хазад. А у вас специализация была педиатрия, да? У вас специализация была Я педфак кончал. А как, почему вот хирургия все-таки? Ну, ты знаешь, я когда работал механиком, Мгм. почему я ушел в медицину? Ты понимаешь, вот отремонтировал ты трактор, Да. он же ничего не может тебе сказать, ни спасибо, ничего, понимаешь? Это такая вот дело. А вот результаты надо... Потом я как-то получил, что когда учился в этом, приехал я
После техникума сразу пошел поступать, меня не приняли. Потом, после армии я снова пошел поступать, тоже меня завалил один казанский татарин по математике. Я готовый был, и просто там задачи были, и я говорю, я буду писать, решать и рассказывать. Нечего тут нас учить. Ну, задача была. Да, в общем, потом я в тот же год поступил на заочно. И в тот же год поступил летом на курсы, подготовительные курсы мединститут. Мгм. Вот так я закончил. А после армии я приехал в Учкупрюк, экстерном закончил 10 классов, потому что с моим техническим дипломом не особенно разгуляешься, понимаешь? Кроме ирригационного института. Вот. Профильные только можно было поступать. Я тогда где-то месяцев за 3 сдал за 8, 9, 10 классы все зачеты, позанимался, в общем, на узбекскую школу там. Там директор школы был, знал меня, мой директор по школе был он, Абдулаев, очень интересный был человек. Вы знаете, вот эта школа, где я учился, 37-я школа в Учкупрюке, она была русская семилетка и узбекская десятилетка. Фейзи Якубов кончил десятилетку узбекскую. Я кончил семилетку. И вот после семилетки у русского нету, и пришлось в техникум уходить, поступать. А тогда почти 10 лет же мы были на этом, на строгом режиме. Это уму непостижимо. 10 лет наш народ держали на этом. И вот в 1955 году только ведь сняли этот. И вот я, Коканд, город рядом, это 7-10 километров от Учкупрюка, где мы жили. Я поехал в нефтяной техникум. Самый лучший техникум, это был нефтяной техникум, там был сельхозтехникум, вернее, техникум механизации сельского хозяйства, медицинский техникум и педагогический техникум. В педтехникуме моя средняя сестра училась в те годы. И вот я пошел, документы сдал в нефтяной техникум, сдал экзамены все, там в общежитии жил, сдавал экзамены, и когда уже надо было зачислять, меня направили в спецотдел. Ну, в спецотделе сидел мужик, видно, КГБшник. Мгм. Он говорит, ты все экзамены сдал, сынок, хорошо, все, тебя могут принять, но одно условие есть. Ты должен с КГБ принести справку, что ты можешь учиться в нашем техникуме. Ну, я приехал домой, отцу говорю, вот, отец главным агрономом района работал. Я говорю, вот с КГБ требует справку. Он пошел в КГБ, начальник КГБ был Хайрулин, казанский татарин. Вообще, это государство ужасное. Все вот эти казанские, уфимские татары были нашими комендантами. Их специально отправили, чтобы сопоставить один народ против другого. Я до взрослого ненавидел казанских татар. Сколько девчонок бегали за мной, казанские татары, я близко не подпускал их, понимаешь? Объяснить я не могу, ненавидел. Потом-то я уже узнал все это, в чем дело. Это специально все было сделано. Ну да. И отец пошел к Хайрулину, а у Хайрулина жена была русская, а эгіз оğulları vardı. Со мной вместе они учились, мальчики. Хорошо учились ребята. И вот, а жена у него была завкадром, что ли, в райкоме партии, красивая русская женщина. А этот Хайрулин был начальник КГБ. Ну, видно, отец, когда пришел к нему, они, видно, закрылись. Он
Хайруллин рассказал все. Дело, говорит, надо, говорит, в Ташкент документы отправить и ждать разрешения оттуда, чтобы он мог поехать учиться. Ну, отправили мои документы в Ташкент, и через полгода только пришло разрешение. Полгода ким бекережек менен, да? Да. Мои документы сестра взяла, и с этого Самарканда перевели тогда, в тот год, автодорожный техникум. Туда. Там взяли мои документы. Ну, экзамены все сданы были хорошо. Там тоже ждали. Потом сестра уже почти полгода приходит, уже на Хлопку ехали, должны были вернуться с Хлопка. И этот сельхозтехникум, в общем, техникум механизации, я вот так вот попал по документам. Киргизстан, потом за полгода все эти конспекты переписал, в общем, учился там. Этот техникум кончил еще в 1955 году, еще, ну, ты знаешь, такое безразличие было, когда я техникум кончил, говорю, кому это нужно, это образование, если не работать, ничего не можешь делать. И вот тогда вот техникум, когда закончил, в институтом не получилось, а все родственники в Ташкенте жили, они у меня не репрессированные, а раскулаченные были. То есть еще с каких Еще годов? до войны, да, в Ташкенте жили. И когда наш состав шел, Мгм. через Янгиюле останавливался почти на несколько часов, все родные жили в Янгиюле, в Ташкенте. Они искали наш вагон. Единственный последний вагон не посмотрели, где мы же были, понимаешь? И мы прошли Ферганскую долину. И единственный, наверное, из крымских татар, кто радовался депортации, это моя мама была. Потому что хардашлары Узбекистанда, Воссоединение произошло. она в Крыму, мама бедненькая, чтобы встретиться с родными, надо было каким-то образом ехать, понимаешь, в Узбекистан. А встречаться с родными нельзя было. Мгм. Это тоже было преступление, понимаешь? Мгм. Это до войны. И вот мама что делала? Она брала учеников своих, ездила в Ленинград, в Москву на лето. На полмесяца, на месяц. Оставляла их на 2 дня, уезжала в этот Ташкент, встречалась с родными и обратно возвращалась. И в 1936 году, когда я родился, впервые разрешили нашим родственникам приезжать в Крым. И яны мен doğған жылы біздің қардашларымыз келіп кеткенді. Дед Якуб, тогда молодой парнишка был, Фадмет Земных оғлы Шүкір ағам. И вот их фотокарточки были у меня. Они есть в сети. Buyurunuz. О, какой вкусный кофе. Так, о чем мы говорили еще? Вы знаете, смотрите, очень хочется поговорить про вашу специальность. На самом деле. В том числе. И у меня вот такая мысль в голове сидит, что наш народ, в общем, мой народ, да, наш народ, что он здоровью не уделяет должного внимания. У меня, пока я учился в школе, там, у меня были разные друзья, которые не нашей национальности. И я удивлялся, что вот у них они там регулярно ходили к стоматологу, там, проверки, массажи получали. И для меня это было какая-то, не дикость, наверное, Потому что ты дома работал в огороде. Они не работали в огороде. Нет, не, вот вообще. Нашему народу, я тебе скажу, вот наш народ на 200% работал, понимаешь, на государство работал и на себя. Вот этот на себя, который он работал, за счет этого жил народ. Когда ему массажом заниматься?
Между этими делами. Вот я тебе скажу, детство у меня, я всю жизнь, вот как себя помню, я столько и работал. Всю жизнь. Но ваше детство отличается же от нашего детства. Ну, ваше детство, что, ты ничего не делаешь, что ли? Ты же дома все надо Не, делать. я не про это говорю. Я говорю про то, что у нас нету как будто бы должного внимания к здоровью, понимания, что нужно ходить. Потому что народ был здоровый, что там? Думаете, из-за этого? Генетически очень здоровый народ, наш народ. Это удивительно здоровый народ. Это просто шанда. Ты понимаешь, вот питанием, если я вот по онкологии без конца спрашивали, вот ты знаешь, вот я не видел толстых женщин у нас в Крыму до войны. Не было толстых женщин. Может, вы их не замечали просто? Не было, потому что они ходили. Суға, дағы шығып бариларды, Чешмерге барып кетіриларды, одан Йығма, дағға бариларды. Это же все, на горбу все это носили, понимаешь? Стройные, без животов женщины были. А сейчас я, когда вижу этих полных, особенно и мужчины пошли полные, с животами, меня коробит это, я говорю, как можно быть толстым, понимаешь? Ну хорошо, если ты физически не можешь скинуть этот вес, тогда Интеллектуально скидывать? поменьше кушай. Да. Вы же только что сказали, что вы себе все разрешаете. Я все разрешаю, но я вот разрешаю, По как чуть-чуть, да? у меня организм, то, что хочет, я беру, кушаю. То, что не хочет, я не кушаю, понимаешь? Так вот, Вот полные люди точно так же. полный лет. Просто поменьше надо кушать. Так не- Или физически работать. Если во дворе не можешь, тогда бегай, понимаешь. Ну да. Не, А варианты тем есть. более у тебя тут Бахчисарай, тут же вон горы. Да. Я бегаю, не помогаю. Красота такая. У нас, да, действительно, у нас прекрасное место. Там, где мы Ну вот живем. смотрите, изменилось питание, да? Экология. И изменился образ жизни, правильно? Да, насчет этого питания, да. Вот, Да. ты знаешь, наш народ же мясо мучное, это коронное. База. База. Чуберек – это национальная еда. Да. Мусафир кеса мутлаха чуберек я А в поеду. Курбеке как чебурек называли? Янтых. Ну, янтых – это чубереки. Чиборек. Чайбурек. Ну, знаешь, что такое. Ну Да. да. Наслышан. Хаших борек, чиборек. Ну, это такое, ты знаешь, это очень древнее блюдо, чуберек. У харизмийцев тоже чуберек есть. Да. У них точно так же готовят чубереки, только они по-другому называются. Хорезм халхы, это же до татаро-монгольского нашествия огромная империя, это Хорезм был. А Берлер это Хорезмге Бахайлер. Ну, вообще говорят, что чебурек, когда... Никто же не знает, когда он появился и где появился первый. Есть такая гипотеза, что вот эти степной народ, что он жарил его на щитах, вот эти чебуреки. Ну, такая версия есть. Но Хорезм это же тоже условная степь. Степь. И вот этот Просто степной. чебурек. Так, это вы... Да, насчет еды. Это вы фал смотрите? И вот этот кушаем кобите, хаш-хаш, ифахаш, чуберек. А образ жизни это другой совсем, понимаешь? Да. Образ мысли другой еще. Другой образ жизни. А тогда другой был образ жизни, понимаешь? Ну, поэтому, конечно, ты прав. Уже надо обращаться к врачам, потому что надо следить за собой. И в то же время, вот я насчет интеллекта все говорил, вот ты знаешь, вот физически надо, что я аяхларыма агрида брила, потом думаю, что надо делать, что-то надо делать, понимаешь? Я начал копать огород. Вот есть велосипед, вот велоэргометр, вот. Поставить надо дома, чтобы он у тебя был обязательно. Чтобы суставы разрабатывать, понимаешь? У меня суставы не болят, но я время от времени на этот велосипед залезаю и качаю, понимаешь? Ну, и сейчас-то качаю.
Потому что стоит перестать, начинает побаливать, понимаешь? Ağrı başladı, я иду, начинаю качать. У меня в цокольном этаже он там стоит. Неден Харьковтен Гульнарын апайым оған қардашы анда ағасы. Там жил, он привез мне. Я ему такой велосипед отдал, спортивный, а он мне этот привез. Ну вот смотрите, вы, получается, за свою практику вы выявили какую-то закономерность вообще, почему появляется, ну, онкоклетки, они же у всех есть, почему у кого-то они выстреливают, а у потому кого-то что нет? стрессовые дела, вот, особенно вот это возвращение на родину, наш народ подкосило здорово. Ты понимаешь, наш народ был готов вернуться на родину. И морально, и материально готовы были. Да. Herkesin evleri vardı, herkesin запас денег были. Но вот эта инфляция подорвала наш народ. Сильно. И вот не смогли, понимаешь? И потом, конечно, очень я как-то года полтора-два, почти 3 года в больнице жил. И ко мне очень много приезжало представителей, которые хотели помочь нашему народу, с Америки, с ним, Германии, с Турции очень много приезжали. И вот очень большую тогда помощь оказывали нашему народу. Ну вот не смогли вот использовать эти деньги. В Джанкойском районе 20 сотых участок и дом за $50 можно было купить. Вот и нашим некоторым товарищам давали денежные премии большие для того, чтобы они эти деньги на народ воспользовались. Но они же не делали этого, понимаешь? Весь Джанкойский район можно было на одну нансенскую премию купить и привести народ. И вот получилось, что эти участки начали продавать. Это вообще такое безобразие. Ну, что поделаешь. Интеллект. Ну, получается, что если бы, ну, вот так помечтать, скажем так, что если Советский Союз развалился бы на несколько лет позже, там, допустим, в 95-м, то, получается, и наше переселение, возвращение получилось бы более эффективным, да? Нет. Полным получилось бы возвращение? Нет. Ты знаешь... И развал именно способствовал? Развал помог нашему народу, возвращению. И Горбачевская оттепель, вот это вот. Ты знаешь, мы же, крымские татары, только при Горбачеве смогли защищаться. Угу. Нам же не давали. Ну да, политика гласности. Вот. С этими научными работами у меня, я же 4 кандидатских написал. Только 2 защитил. Одну в Москве, одну в Ташкенте. Понимаешь? Московскую, которую защита, я ее не смог защищать на общую, хотя на публичную защиту был допуск. Не смог пробиться, потому что крымские татары. Казань езжайте. Да, Татарстан, езжайте. Да. Какое отношение к Татарстану мы имеем, понимаешь? Ну вот смотрите, вы сказали, что стресс, да? Но вы знаете, мне кажется, что многие люди не понимают, что такое стресс. Это же очень широкое понимание стресса. А вот в бытовом понимании, что такое стресс? Как-то примеры надо привести, конечно. Ну, допустим, senin en yakın adamın внезапно умер. Да. Вот стресс для тебя. Да. Вот этот толчок Может запустить. Особенно вот такие заболевания эндокринные, как поджелудочная железа. Вот эти вот сахарные диабеты, они в основном стрессовые, понимаешь? И раковые тоже. Раковые клетки у всех, понимаешь? Вот они. И потом грипп. Была гриппозная теория,
На самом деле это не так, понимаешь? Там гриппозные эти вирусы внедряются в раковую клетку и начинают продуцировать. Расти. Да. От простого От гриппа. От гриппа, да, вот. Поэтому вот это вот грипп же лечить нельзя, ничем он не лечится. Не лечится. Его только осложнение лечится. Да. Поэтому вот осложнение надо быстро вылечить гриппа. И как гриппом заболел, не надо... Обычно грипп дилер, хулахас майлер продолжает работать, а он свое пагубное дело делает. Грипп не заболел, обязательно суток 3 полежать надо, понимаешь? Дать организму возможность адаптироваться, вылечиться. И антибиотики, все это. Тем более сейчас есть же возможность лечиться. Саунс. Фетусом. Я насчет Гаспринского хочу кое-что сказать. Скажите. Дело в том, что Гаспринский Торно Джавитага был мужем моей тети, Насфетиземы. Он 27 лет сидел в тюрьмах Джавитага. У него единственный внук Гаспринского от жены первой. Ну, вы знаете, что вторая жена у него была дочка Акчурина. Все знаем. Да, знаете. Знаем, это читали Тимура Даутина. И вот Джавидатага, интересный был человек, он был первым представителем, секретарем представительства крымско-татарского народа в Москве, республики. А представителем был Усейн Балич, а его секретарем был Джавидатага. Вот потом там этот без конца же троцкисты, еще кто-то, демонстрации бесконечные. И вот так людей подбирали, арестовывали. Джавитага тоже вот так попал. И он 27 лет сидел. Он со многими там встречался в тюрьмах, он рассказывал очень многие вещи. Ну, я запомнил один рассказ его, как он с дедом своим поехал в Индию. Исмаилбек же удивительный был человек, он, знаешь, он очень разбирался в тонкостях, понимаешь, молодой, грамотный был. И вот я преподавал, когда в этом мединституте, когда приехал сюда, мне должны были ставку профессорскую дать, его меня отобрали. Ну, потом, когда у них завал, иногда меня привлекали. Ну, европейская группа была. Ну, я программу позанимался, все. Я остался, у меня минут 15. Я говорю, чем-то интересное вам рассказать? Расскажите. Я говорю, вот я вам хочу рассказать об одном человеке, о которых крымские татары долдонят здесь все время. О Гаспринском. Говорю, вы, наверное, слышите эту фамилию, а кто он такой, что он такой, вы даже, наверное, не представляете себе. Я говорю, это человек, который 18 лет переводил в Париже, говорю, с русского на французский язык статьи, говорю, русские. Ему было, говорю, 18 лет. Тогда Тургенев, по-моему, был. Между прочим, Тургенев его очень уважал. Тургенев, по-моему, был редактором конечно. «Колокола». Да, Тургенев. И вот Гаспринский, потом он арабский язык же хорошо знал. И вот он, удивительный человек, Нариман Нариманов. Нариман Нариманов очень хорошо к крымским татарам относился, ну, партийный деятель Азербайджана. Он вместе с ними учился в этом, в Стамбульском университете, а там было очень много крымских татар, которые по линии Хайре, Истидат-ул-Балар, ювелирдо туда учиться. И вот, а его Олег Перов отправил туда учиться. Угу. И он дружил с татарами. Он, когда приехал с Гаспринским, познакомился, и Гаспринский повел его в этот Зинджирлы медресеге, знакомить, в общем. Ну и о своем новой методике преподавания рассказал.
И возмущение свое, говорит, вот маймунки бы, говорит, зубрят этот Коран, а что там написано, ничего не знает, говорит Гаспринский Нариманову. И про свою методику рассказал, и говорит Нариманов тогда, говорит, sizin bir 3-4 tane hocanız bizde olsaydı Азербайджанда, я бы себя счастливым человеком считал, понимаешь? И вот Джавдет Ага рассказывал, как его дед забрал его с собой в Индию. И я этим говорю, рассказываю. Вот, говорю, с внуком поехал он, говорю, туда, в Индию. А он же хотел тюркский мир объединить. Да. Вот. Поехал туда, и там, конечно, куда бы он ни приезжал, он свою методику внедрял, несколько показательных уроков проводил. Я тогда этим говорю студентам моим, здешним, долбанутым. И вот я говорю, вы знаете, говорю, на каком интересном языке там преподавал? Вы когда-нибудь задавались вопрос? Ведь, говорю, государственный язык в Индии и по сей день, говорю, английский. Государственный язык английский. Там же как? До 9 класса общеобразовательный идет, а потом 11 классов уже такое среднее образование получает, уже с сознанием английского языка. Да, обязательно. Которые полное образование среднее получают, они им знают язык. Которые 9 лет кончают, они не знают английский язык. Я говорю, вот представь себе, как же он преподавал, говорю, а там, говорю, самые ведущие языки, пушту, говорю, и этот хинди, и, говорю, английский. Чтобы объяснить, я говорю, на каком? Он, говорю, все эти 3 языка знал. Вот такой человек был, говорю. Вот. Конечно, потом об этом, видно, доложили быстренько в институт. И мои полставки убрали. А как вы относитесь к тому, что наши крымские татары его очень, как бы гнобили, Гаспринского? Он же был изгоем. Он же был изгоем. Ну, как и крымские татары, изгоем он не был. У крымских татар заставили, чтобы они его изгоем назвали. Нет. Почему заставили? Да. Ну, Ты знаешь, первые сообщения о Гаспринском где, когда появилось, знаешь? В прессе. Не знаю. Где-то в 80-х годах Алидин, как его, Теселин, автор Решит Мурат и Шамиль Алидин. Шамиль Алидин, да. Шамиль Алидин написал Теселля, книгу. И там пишет он, как в гостях у кого-то был, и там на стене висит портрет. Кто такой? Да, Гаспринский. Вот, и этот хозяин рассказывает о нем. Впервые Алидинов написал, Шамиль Алидин написал об нем. Второе сообщение было в этом, значит, мелким шрифтом было написано где-то, по-моему, в 1987 году, вот этот журнал узбекский «Йылдыз», «Йылдыз» деген журналлары vardı. И там было написано на русском языке, он выходил на узбекском и на русском. И в русском языке была небольшая мелким шрифтом написано это письмо Исмаилбека Гаспринского армянскому народу. Он пишет вот это в связи с геноцидом армянского народа. Так он его признавал? Конечно, признавал. Это же было. Ну, турки же не признают. Что они не могут признать? Это же было. Просто я спрашиваю. Поселки, города армянские по сей день пустуют в Турции. Вот эти серии я смотрю, я же вижу там. Не, я понимаю. И там в кино пишут, спрашивают у героев, а это что, вы армянские дома? Мол? Пустые. Турки не занимают эти дома. Ну да, но это же сейчас предмет споров до сих пор идет. Вот спор идет, и
знает. Потом греческие дома очень много, очень много. Какой-то там город есть, и там они показывают. Так, а что было в послании? Пустой, а? В послании что было? В А обращении? послание, обращение, что вот, ну тогда что-то маленький народ, так в Армении было их 400 тысяч, что ли, всего. И он послание пишет, о соболезновании свое выражает. И я тогда, у меня был сотрудник в клинике, армянин, а его отец и его мать я знал. Его отец был секретарем, когда я на практику приехал в 4-й курс в Фергану. Его отец был григорианец, секретарем обкома партии Ферганского. А мама была гинекологом. Я у нее проходил практику. А потом он стал преподавать, этот Григорян, преподавать в пединституте, а в пединституте там же Абдулла Габарич, он вторым лицом был в пединституте, потому что он был ректором вечернего и заочного образования в пединституте. И он вынужден был хорошо относиться к крымским татарам. И вот я говорю, это Алеша, говорю, вот такое сообщение Гаспринского. Где Шевки Абдраманович, где это? Я говорю, вот в таком-то номере есть, говорю, «Звезда Востока» или как она, это журнал. Он, я говорю, там есть, говорю, пусть найдет, говорю. Он отцу передал, тот быстро нашел это все. Вот Теселледе Брынджи сообщение. Потом уже, конечно, Тугайбей интересно, конечно, Шамиль Али-Адин много бы мог написать. Это удивительно было. Вот его Тугайбей же незаконченное произведение. Там же очень интересно вот об Ислам-Гирее. Ислам-Гирей, он, вот эта Конотопская битва, где 45 тысяч крымских войск было и 15 тысяч запорожцев, когда они объединенными этими победили Польшу, и польское все руководство и король были взяты в плен. И тогда на диване стал вопрос о существовании польского государства. Ислам-Гирей тогда сказал: Полония ляхларын юасыдыр, юаны бозмах гюнахтыр. И тогда все правительство Польши, выкуп взяли и отпустили. Вот так сохранили. А он, оказывается, 7 лет был в плену в Польше. И к полякам очень хорошо относился, и поляки к нему очень хорошо относились. Польский язык хорошо знал Ислам-Гирей. Вот. Интересно. Тут Ефетовы были, фамилии есть, они медики. Профессором был Караим. А там в этой книге пишут, как Хмельницкий приехал в Бахчисарай и своего сына привез, и своего сына Тимофея оставил здесь. И его устроили караван-сарай Афраима Ефета. Я этим Ефетовым говорю, ваш предок, говорю, вы хоть интересуетесь? Он гостиница Дилершин, да? Тогда караван-сарай был. Да. Там транспорт, сейчас машины стоят, стоянки, а тогда конюшни, да, лошади, все, там все. И вот Тимоша определили туда. И он получал воспитание при дворе Гиреев, Тимофей. И там тоже такое, что Хмельницкий хотел мусульманство принять. Понимаешь, в то время. А потом он переметнулся к царям этим русским. Переметнулся, не будем говорить. Да, это вещи. Вы знаете, вот возвращаясь вот к этому Гаспринскому, да, к этому явлению, просто, возможно, это было и его оговаривали тогда, что так татары, не любили, крымские татары его не любили.
Но он же вводил новшества, а у нас же общество очень Ну, консервативное. ты знаешь же эту историю как? Это мусульманство. Да, Духовенство против Да. Гаспринского было. да, да. Потому что Гаспринский, он же прекрасно владел всеми этими мусульманскими догмами. Да, А Джумалла деген несі бар, он произведение. да, роман. А? Роман. Роман, да. Там, говорит, ты смотрел, там да? же читал Андалузия, там все Да, это он да. пишет. Вот. Очень мне интересные вещи. Вот Гаспринский, он... Вообще, ты знаешь, что я вот где это читал, не знаю, что где-то в 1800-х годах или каких-то, в общем, или 600-х, где-то крымских татар осталось в Крыму где-то 80 тысяч Мгм. всего. И Гаспринский тогда объявил, клич кинул к татарам, понимаешь, крымским. Вообще, татарами же не называли нас крымских, это Харамлода. Татары это потом русские Это наставили. большой вопрос. Харамло. Потому что все жители Крыма, понимаешь? Потому что 92% населения Крыма были крымские татары. Так подождите, но крымские татары же были и в Тамане, и в Херсоне. Крымское ханство же было больше Крыма. Было больше, но это все Они было. они уже не хрымлы считали, что ли? Улар Харамло, ну, они же все потихонечку переселились, ведь откуда эти 6 миллионов в Турции появилось? Ну, это Это тоже официально непонятно. 6 миллионов, а на самом деле там больше. Я вообще считаю, каждый турок, второй турок – это этнические крымские татары. Ну, если кофе пьет, точно татарин. Да? Если чай, то турок. А? Если с чай, чаем, то... если бадрах держит, то значит Бардак. турок. Ну, сюльджук. Если кофе так. пьет, значит татарин. Татарин. Так что это... Да, клич. И он обратился к польским татарам, литовским татарам. Ну, а польские татары тоже литовские татары. В общем, Добруджа, Румыния, да, Туркия. И тогда очень много татар вернулось в Крым. Очень много. Я почему говорю? Абибулла Одабаш, у него первая невеста была крымская татарка, на которой он должен был жениться. Это была дочь Ибраимбека с Ялты. Ну, а Ибраимбек, знаете, кто такой был? Наверное, слышали о нем. Он содержал целую армию проводников. Красивых Знаменитых проводников. ребят он Далеко. отбирал, учил их во Франции, в Италии, да, они знали языки, грамотные были проводники. И у него вот эти вот всякие эти мадамочки, они приезжали, и у него были избушки лесные, туда ездили. Ну, у этого Чехова я почему не люблю, этот чехоточник, его кормили татарские женщины этим молоком козьим. Ни одного хорошего слова о татарах он не писал. Почему не писал? Не писал у него только вот это вот последний 31-м томе мелким шрифтом неотправленные письма есть у него. Как эти проводники, какую-то княжну повез он туда в город, там, Тролливали? да, Ну, тролливали. прокатил, в общем. Неутомим там пишет. Он был неутомим, грамотный. Ну, неутомим. похвалил же, плохо же Ну не да. сказал. Ну, вот было вот, что он написал о крымских татарах. Но вы знаете, вот вы сейчас сказали, и действительно, он вообще как будто бы татар не было в Крыму. Да, да. Вот, я же говорю, вот такая сволочь, я говорю, а ведь А жил-то в татарском доме. жил в татарском, понимаешь? Я говорю, женщины, татарки приносили ему козье молоко, чтобы он жрал, пил. Вообще он был плохой человек. Вот сейчас же потихонечку говорят о нем, рассказывают. Был даже там где-то я читал тоже. Ездил специально в Японию, чтобы трахнуть японку, посмотреть, что это такое, понимаешь? Ну, съездил. Да, Ну, целеустремленный получается. не читал это? Нет. Вот где-то я читал об этом тоже. Не, ну это же не характеризует его с плохой стороны или характеризует? Это морально. А, в этом плане.
Ну, смотрите, времена же другие Ну, были. ты может быть- вот специально, чтобы понять эту женскую... Давайте, вот у меня жена сидит, давайте это- Попёрся бы туда. Нет, Не, я стал в бы. Японию хочу, Потом, допустим. Я считаю, если у тебя хорошая жена, зачем тебе другая женщина? Это тоже хороший вопрос. Это же все это я иногда мне, конечно, масрачми, у меня 3 жен. Ну, такие вещи говорят, но я всегда мечтал иметь 1 жену и 10 детей. Ну, не получилось, понимаешь? Получилось наоборот. Помните? Каждого ребенка моего убивала моя жена, понимаешь? Аборт я по этих... Ну как? Я ей говорю, я лечу детей, а ты моих детей убиваешь. Ну, что поделаешь? Ну, такое вообще. Не, ну если женщина не хочет рожать, там уже ничего не сделаешь с этим. Тогда не надо замуж выходить. У меня вопрос. По Толстому. что? О чем? Да. И тогда вот эти вот приехали татары. Да. Абибулла Балич, Аудабашев. У него невеста была этого Ибрагимбека, дочка. Ну, ее фотография была вот такая крупная. И тогда приехала польская татарка. Ну, вот, ты же знаешь, им всем княжеские мавзоверили. Это князья. Да. Вот Айшапте была польской княжной. Она красивая татарка. Бабаса специально хазанкеттерда, чтобы она могла за татарина выйти замуж. И тогда дядя Абибулла встретился с ней, Айшапте, и от этого невеста отказался и женился на ней. Потом у них 2 мальчика родились, Чора и Батыр. Ну, из-за этого эпоса. И вот Чораганин я лично был знаком, он умер в Ташкенте. У него все материалы по отцу были, ну, как-то получилось, что это Бірінші хадынны дұрысты, у қызында, у документлер қалды, ну, не знаю, как это потом. Ну, все материалы, все архив отца у него было. И этот Чурага, он транспортный институт кончил. Всю жизнь бедный под пятой органом был. И это Айшапте тоже всю жизнь провела в этих. Тяжелая жизнь была. Мужа быстро убили, его расстреляли. А вот вы говорите, что Гаспринский кинул клич обращение к нации. И вот тогда очень много приехало, вот эти вот польские татары, литовские. А сегодня есть этот человек, который может такой клич бросить? Сейчас они же, нет, Тлер, вот Абрамович, по-моему, мэром Алушты был, потом он был мэром Бахчисарая. Ну, не мен Яхудаем Хаднава Аптем Клеблеева. Не Клеблеева, как же, Куртбединова. Уларын evleri Турида неде на набережной Алушты. Ну, они тоже репрессированные, раскулаченные, в общем. Уларын какой-то из этих был. Ну, у них сохранились эти фамилии, понимаешь, те. А Адларом, вероисповеданию все осталось. Ну, сейчас вот при Украине очень большие связи появились с литовскими татарами, с польскими татарами. Вы же, наверное, слышали, что в Кракове, по-моему, сделали памятник крымско-татарскому воину. Ну, это сделали, да, но они же по факту уже не являются татарами, они только вера у них осталась, языка нету, традиции нету. Они себя считают крымскими татарами. Ну, а по факту они ими не являются же. Ну, как не являются? У них корни-то крымский татар. Не, ну если корни искать, Да. я, может быть, они тяньшанин всплыл. Они почему вот сейчас поддерживают? В основном же польские татары. Польша, Литва поддерживает наш народ. Вот этот Хурултайна, Хачкере, Литва, да, Кечердлер. Ну вот вы смотрите, вот вы говорите, в Турции, там, условно говоря, там 5 миллионов, не знаю. Ну, 6 миллионов. Ну, ты понимаешь, я с этими говорил, вот они приезжали, когда я там жил.
они большие деньги собирали, привозили сюда, и ну, эти деньги куда-то распылялись. Я тогда им говорил, я говорю, вы сызухадарсыз анда. 500 тысяч представителей крымско-татарских семей по одному, говорю, человеку, пришли бы, один дом бы купили, говорю, в Крыму, 500 тысяч вы бы заняли. Я говорю, вот, а у Лафнин, Паранин это не делается, говорю. Ну, тогда вот разговор у меня с ними был такой, ну, понимаешь, вот. Ты же знаешь, Турция ведь очень красивая страна. Наш Крым-то обосрали, понимаешь? А к Турции же там все нормально. Там, ты видела эти леса красивые, чистые, эти родники. Там же очень красиво. И наши, конечно, а наши живут в Стамбуле, в Измире, Бурсе, понимаешь, в хороших городах живут. Что они сюда приедут, мучиться, что ли, сюда? Ну, да. Они приезжали очень много, и потом снова киттілер. Ну, я думаю, что ты знаешь, біздің халықта бір пек ақылы бір не бар. Айгиді, айтқан, айгиді татарын соңғы ақылы менде олғайды, мен дүнияны чевердім. Соңғы ақылы это когда после действия влияет. Ну, а он сон да, говорят же. Татарын соңғы ақылы менде олғайды дейді. Шевкига, ну, еще много мы чего не поговорили, но нам надо уже заканчивать, потому что мы уже очень много пишем в рамках одной передачи. Но смотрите, мы с вами договоримся, что мы еще раз с вами встретимся, Хсмететсе. Вот я вам говорю, что у нас еще один формат есть, Инсан, да, мы можем к вам домой приехать, фотографии вы посмотреть, записать, вы прокомментируете. И если у вас время будет, Вахатулса, мы еще бы одну передачу записали бы по медицине. Все-таки там тоже очень много вопросов. Как? Ну, по медицине, я имею в виду, по вот этим вот, много там тоже вопросов. Вообще, которые... когда я вот эту книгу написал, этот Абляз Зелиев говорит, вот про свою научную деятельность ничего не написал. Да? Это очень много надо писать, очень много говорить надо, понимаешь? Ну, что важнее, наверное, с того и начали. Нет, ну я могу об этом очень много сказать, понимаешь, ну это надо отдельная передача. Ну да, понимаешь? я же говорю, то есть вот мы... Вот. А научные работы, я всю жизнь, понимаешь, я почему говорю, интеллект и физическая работа продлевает жизнь, потому что человек, если у него голова работает, он как-то умудрится немножко подольше жить. Вот. Ну, вообще, да.